Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в музее хомуса города Якутска. Я рада познакомить вас с Туярой Жирковой, заведующей экспозиционно-выставочным залом данного музея. Да? Стоит отметить, что здесь представлены не только хомусы якутские, да, но и, можно сказать, со всего мира. Да? Туяра, очень приятно познакомиться с вами. И взаимно. Для начала давайте узнаем, сколько же здесь насчитывается вот этого замечательного, одного из древнейших инструментов. Всем добрый день. В нашем музее в целом насчитывается более 1800, чуть больше 1800 хомусов. Это от 57 народностей у нас собраны. Чисто вот наших якутских хомусов где-то больше 600 хомусов, да. Мы вот сейчас стоим в первом зале, который вот как раз рассказывает хомусы наших мастеров, якутских мастеров. И хотелось бы как раз, когда мы всегда рассказываем, начинаем от наших якутских хомусов, далее уже идем знакомим с хомусом и народов мира. И вот хотелось бы показать, рассказать, остановиться, да, на некоторых из них. Да, То есть каждый хомус, каждый из инструментов не похож друг на друга, ведь, да? Да, даже если внешне они бывают похожи, но по звучанию они все разные, да? И сегодня остановимся на таких хомусах, которые более интересные, более ценные, да? Которые привлекают внимание. Один из таких хомусов, вот это комплект маленьких хомусов, да, мини-хомусов. Совсем маленькие. Это 3 сантиметра, 2 сантиметра и 8 миллиметров. Этот сделал Никифор Ильич Неустроев Самгинского улуса. В этих хомусах, допустим, если взять, то они могут звучать, конечно, вот эти все, но самые маленькие, конечно, держать не очень, не совсем удобно, да. Вообще, в целом, вот пошла такая тенденция изготовления маленьких хомусов, это с японских хомусов, японские мастера, вот у них вот маленькие нано, вот всякие технологии, очень интересно же, да, они подарили нам 2 сантиметра хомус, после этого начали делать еще меньше, но это еще не предел, еще у нас есть 7 миллиметров хомус, еще меньше, да? Он в фонде хранится, пока в экспозиционном зале нету, но из хомусов, которые находятся в экспозиционном зале, вот данный экспонат самый маленький. Наверное, вот эти хомусы создаются для красоты просто, да? Это как музейные экспонаты, чтобы как бы привлекать интерес. Это все равно всегда детям это очень интересно, маленькие хомусы, да? Также у нас есть самый большой хомус в мире, и если самые сказать, вот самый красивый, самый ценный хомус в нашей экспозиции, это хомус, который сделан Потаповым Николаем Ильичем. Он сам с Сунтарского улуса родом, сделан из дамасской стали, это наша местная руда, из нашей местной дамасской стали, чтобы делать несколько слоев руды друг на друга, и тогда очень крепкое железо получается. Из дамасской стали сделан корпус, язычок из стали, в виде кольца ободок, да, сделан из серебра и украшен накладкой из золота 16 бриллиантами. Хомус называется алгыс, знаком алгыс, используется для благословления специально, да. Футляр сделан из серебра, украшен золотым гербом нашей республики и украшен волосом медведя. Медвежий мех. Да. Вот в данном еще можно остановиться на нагрудной женском украшении. Специально сделан для хомусистки с футляром вместе. Это очень удобно, это вообще прям такие единичные экземпляры. Опять же сделал это Николай Ильич Потапов Дабаяр Уз. Да? У нас все хомусы, как видно, делают из ковкой по традиционной технологии. Это у нас очень развито, по сей день наши мастера делают по старинной технологии. Но, конечно, развитие идет вперед, поэтому наши мастера тоже как бы делают
станочной технологии изготовления, лазерная резка, поэтому хотелось бы показать очень интересные композиционные работы, которые сделал Иннокентий Никитич Готовцев Хогун УС Снамского улуса. Да, он является как бы прародителем вот такой технологии. Сейчас по такой технологии в России очень многие делают. Вот тут можно остановиться, вот такие вот композиция Абакаяда, которая посвящена Семену Дишневу и Абакаяде. Мы все знаем, да, памятник на перекрестке Пояркова с Кирова стоит вот их памятник вот к этому вот историческому событию вот Абакаяда, вот хомус можно изготовлен, да, можем увидеть празднование Игэх, композиции, все вот тут работы композиционные, посвященные вот ямщикам. У нас вот в Хангалском улусе, да, вот ямщицкая дорога, вот поэтому вот ямщикам очень посвящен. Также у нас есть вот очень интересно вот Меккер спор, это по рассказу Платона Алексеевича Аюнского сделано. Спор птиц у него же есть рассказ, по этому рассказу вот можно тут увидеть и жаворонка, и орла, разных птичек. Есть хомусы, которые регулируются, можно искать, найти, регулировать, как, ну вот в гитаре же тоже регулируется, вот так он регулируется, и тогда звучание как бы настраивается, да? Да, тональности звука меняется. И вот он сам с Намского улуса, поэтому вот Энселя хочет он Тангарата, дух долины Энсели. Вот вот еще интересно, деревянный хомус есть, да, он тоже умеет звучать? Да, деревянный хомус тоже умеет звучать. Вообще в целом хомус делают из 4 материалов, делают из дерева, бамбука, железа и кости. Наши предки делали из дерева, из кости, и, соответственно, с развитием железа начали железные делать, поэтому вот деревянный хомус. И вообще, как сказка, да, есть такое, что охотник увидел, как медведь играет на щепке, и вот оттуда вот пошло, что делают хомусы деревянные, ну, как услышал, ну, вот как блин, вот такой рассказ. Можно вот такое остановиться. А также наш якутский хомус был в космосе. Это уже более 10 лет назад. Хомус, который сделал Ривори Чимчоев. Всем очень интересно, когда вот как раз к 12 апреля вообще популярность этого хомуса увеличивается. Сделал Ривори Чимчоев. Мастер, который в 91 году победил среди международном конкурсе среди всех мастеров. И этот хомус полетел в космос в декабре 2011 года, обратно вернулся в июле 2012 года, с собой взял Олег Кононенко. Конечно, в открытом космосе он не звучал, там же все в скафандрах, но в МКФ этот хомус звучал. Ну, конечно, не виртуозно, но звучал. Да, не все были в космосе, зато там побывал наш хомус. Да, да? Кстати, вон там даже написано, длительность полета 126,6 миллионов километров. Да? 2988 витков вокруг Земли, около 3000. Как интересно. Так. Далее, вот я как уже упоминала, что хомус из 57 народностей у нас имеется. Хотелось бы показать бамбуковые хомусы. Да? Мы вот сейчас увидели деревянные хомусы, железные наши хомусы. Вот, допустим, вот тайваньские бамбуковые хомусы, там, где вот в азиатских странах, там, где растет бамбук, очень бамбук широко используют. В Китае бамбук используют, вот пластинчатый хомус. Если наши хомусы дугообразные, да, в виде дуги вот хомусы, а вот эти, которые сделаны из деревянной пластины, из медной пластины, из бамбуковой пластины, называются пластинчатыми хомусами. И в Монголии, допустим, используют все 4 вида материала на изготовление хомуса. Да, да, да. Вот, далее вот хотелось бы также тоже азиатские вот хомусы вот Таиланда, хомусы Филиппины, Индонезия, Камбоджа, и в Африке тоже изготавливает из бамбуковые хомусы. В общем, там, где растет бамбук, там везде используют бамбук.
Вот из этого хумуса вот пошла вот тенденция изготовления маленького хумуса. Вот как раз вот японские хумусы, Япония называется коукин, их инструмент. Также у них живут малочисленные народы айну, их хумус называется муккури. Вот в таком виде вот эти хумусы. В принципе, для того, чтобы играть на нем, достаточно-таки сложные. Есть обычные бамбуковые хумусы, вот так, как щепку, вот так играет, да, а вот тут надо веревку дергать, поэтому на них играть очень сложно. Потом вот еще хотелось бы остановиться на таком интересном хумусе с той целью, что любой человек может как бы изготовить хумус, если сильно захотеть, да. Мы показали хумус, который изготовлен лазерной резкой, станочной технологии. По такой же технологии вот исландец Арнар Паулсон, он зять знаменитого хумусиста-виртуоза мира Спиридона Спиридоновича Шишигина. Он был очень удивлен, восхищен тому, что вот Якутия очень развит, и, конечно же, его жены отец Спиридон Шишигин виртуоз, и был увлечен этим, и, ну, конечно же, увидел, что станочная технология хумусы, лазерной резкой так можно сделать, и он сам борт-инженер, и вот из алюминия, авиационного алюминия изготовил хумус. Поэтому можно, да, можно хумусы по-разному изготавливать. У всех всегда такие творчества, всегда пытаются вот экспериментировать, конечно. Поэтому достаточно таки распространенный и интересный инструмент. И думаю, всем будет интересно прийти посмотреть своими глазами этот музей. Да, как и мы вот сегодня, да. Действительно, я вот последний раз здесь была, наверное, лет 8 назад, и уже вот не помню, да, мне казалось, что даже помещение было меньше. А вообще, как часто пополняется коллекция, и кто обычно дарит, да, музею инструмент? Ну, коллекция у нас пополняется в основном, конечно, дарственным путем, да. У нас очень большая дарственная коллекция Фредерика Крейна, 596 хумусов подарил это в 2009 году. Есть наши все хумусисты, допустим, вот Иван Егорович Алексеев, основатель нашего музея, вот подарил свою коллекцию хумусов, с этого начинался наш музей. Спиридон Спиридонович Шишигин больше 80 хумусов подарил. Также наши друзья-хумусисты приезжают, когда с разных стран, они, конечно, если у них есть хумус, в подарок привозят вот своего народа хумусы. Такими путями вот у нас вот именно вот количество стран в таком порядке увеличивается. Конечно, у нас бывают и государственные закупки, по заказам заказываем, и госзакупками тоже приобретаем. Как интересно, у вас даже серьги, оказывается, в виде хумуса, я только заметила, да? Потрясающе. Туяра, благодарю вас за такую интересную и познавательную экскурсию. Конечно, хочу присоединиться к вашим словам, чтобы гости и жители сами своими глазами пришли и увидели. Те, кто еще не побывал, находится в центре города, да, музей хумуса. Приглашаем всех горожан и гостей столицы посетить и увидеть всю красоту этого волшебного инструмента. Я думаю, вам здесь в радость, наверное, работать. Конечно, конечно, в радость. Не зря говорят, что инструмент исцеляющий, волшебный, да, и место такое, можно сказать, святое. Спасибо большое. Да. И вам спасибо. Как мне сказали, здесь практически каждый работник музея хумуса умеет играть на этом чудесном инструменте, ну и это неудивительно, я думаю. И хочу познакомить вас с Аленой Платоновой, экскурсоводом музея, хумусисткой, импровизатором. Да, Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, как произошло ваше знакомство с этим инструментом. Я начала играть на этом инструменте, начиная с 2012 года. Первый раз я открыла этнофольклорный ансамбль Айталы в Мининском районе, поселке Айхал. И с того момента я начала играть на этом инструменте. Вот. Скажите, сложно научиться? Вот каждый может в любом возрасте научиться играть на хумусе? Ну, я считаю, да. Вот если у человека есть сильное желание, да, научиться играть на этом инструменте, но думаю, что
все могут на этом инструменте. Ну и, конечно, я хочу вас очень попросить сыграть нам, что вы нам сыграете. Хорошо, я сейчас просто чисто сыграю чистую импровизацию, что душа пожелает. Давайте. Это было потрясающе. Алена, спасибо вам большое, вам успехов. Но я думаю, что мы на этом не остановимся, мы сейчас продолжим вас, дорогие телезрители, радовать этими чудесными волшебными звуками нашего любимого якутского инструмента. Мы отправляемся в музыкальный колледж. Что ж, мы прослушали отрывок, да, из замечательного произведения. Хочу познакомить вас с Ириной Валерьяновной, преподавателем по классу флейта. Мы находимся, собственно, в классе флейты, да, в классе флейты, девочки замечательные. И вот такое вот интересное звучание мы услышали: флейты, фортепиано и хамуса, да? Да. Ага. Как вот появилась такая идея, давно ли это практикуется вообще? Может быть, кто-то не слышал. Ансамбль у нас идет по государственной программе. Мы всегда этим занимаемся. И не так давно попалось в руки, так скажем, нам замечательное произведение Николая Савельевича Берестова «Интермеццо». Это произведение — переложение Аялла Анатольевича Малышева для 3 флейт и фортепиано из струнного ансамбля, который написал Николай Савельевич Берестов в оригинале. И переложение получилось очень замечательным, очень интересным, радостным. И недавно опять же пришла идея этот ансамбль сыграть с хамусом, поскольку звучание получается очень интересным и аутентичным таким. Даже хамус замечательно обрамляет данное произведение. И девочки вместе с Анжелой, которая играла на хамусе, замечательно прозвучали. И сегодня мы выносим его на пасхальный концерт, это произведение. Оно будет звучать на концерте, да. Здорово, интересно. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо вам. Да, сегодня и в Спасибо огромное. Спасибо. Ну а мы движемся далее. Напомню, что мы в музыкальном колледже имени Жиркова.
Ну, а теперь я рада представить нашим телезрителям Надежду Варламову. Надежду, я думаю, многие телезрители знают. А Надежда у нас хамусистка, да, преподаватель музыкального колледжа. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такие интересные уроки, да, при колледже проходят, оказывается. Да, у нас действует уже много лет сектор педагогической практики, на котором студенты отделений, например, духовое, народное, струнно-смычковое отделение, вокальное отделение, они могут, и наше фольклорное отделение могут проводить уроки с учащимися школ, и это получается аналог музыкальной школы. Детской музыкальной школы дети постигают азы музыкальной грамоты, также могут обучиться игре на фортепиано, знают. И вот вы видели урок студента 4-го курса Семенова Рустама Николаевича, уже наш будущий коллега, и ученик 4-го класса сектора практики Сивцев Леон, ученик 17-й школы. А вообще, насколько вот популярен интерес среди школьников вот именно к изучению новых инструментов, хамуса в частности? Интерес очень большой, и с каждым годом он становится еще больше, и очень отрадно, что на базе нашего колледжа мы тоже проводим фольклорные конкурсы. Называется у нас очень долгий интересный конкурс с названием «Узоры звука». И также проходит большой конкурс «Новые имена Якутии», в котором тоже коллективы, и также при музее хамуса организовываются конкурсы. И также в этом году прошел конкурс «Джейрей в Камилу», который организовала наша преподавательница, наша коллега, виртуоз-хамусист мира Варвара Степанова-Арчина на базе тоже нашего фольклорного отделения. И с радостью большой приняли участников из нескольких районов, и конкурс прошел очень оживленный в Мегино-Кангаласском улусе. И судить по интересу среди молодежи хамусной музыки можно не только по участию в конкурсах, а также потому, что на наши концерты очень часто приходят молодые люди, приходит молодежь, приходят школьники. Концерт у нас происходит, скажем так, регулярно, билеты очень недорогие, поэтому всех ждем. А также среди взрослого населения тоже есть интерес к хамусу, поскольку мы проводим уже очень успешно на протяжении полугода курсы для населения, наш социальный проект музыкального колледжа и нашего фольклорного отделения. Каждую субботу в 2 часа могут люди прийти, позаниматься, помедитировать под хамусную музыку, также овладеть навыками игры и также познакомиться с национальным танцем осохой. И мы находимся в классе Николая Савельевича Берестова, это наш выдающийся деятель музыкальной культуры Якутии. В прошлом году мы праздновали 90 лет со дня его рождения, и это его класс, в котором он работал, и он является автором уникальной школы игры на хамусе по нотам, на основе которой строятся наши занятия камерного класса хамуса и также инструментального ансамбля. И также у нас в колледже преподаем отдельные дисциплины традиционный хамус, и к концу каждый выпускник может не только показать концертную программу из вокальных номеров, да, исполняет таюк, чабыргах, это жанры якутского фольклора, даже оланхо может исполнить, но также он является исполнителем игры на хамусе. Якутский хамус – это ключик к музыке, к сердцу народов мира, и у каждого инструмента звук, конечно же, свой, и мне самой как музыканту и как якутянке очень отрадно, что наш инструмент стал эталонным. Я хотела бы показать свою маленькую коллекцию хамуса. Да, обязательно. Можно, да? Ну и мы видим вашу небольшую коллекцию этого инструмента, да, вы знаю, что очень влюблены в него, да, расскажите нам, они все из разных стран. Да, они из разных стран, и даже те, якутские инструменты, которые у меня есть, тут, конечно, не все, но просто я самые значительные, значимые для себя вам показываю. Вот это, например, детский хамус, да, он просто маленький. На самом деле детский, поскольку у детишек маленькие зубы, на самом деле взрослый тоже может играть. Это якутский хамус. Вот так он звучит. Очень такой удобненький, да? Да, удобно с собой носить. А также есть хамус, подаренный мастером Николай Ильич Гоголев. Да, на нем такой юбилейный знак столетия СССР. Очень интересный звук, послушайте, пожалуйста. Да, и у каждого мастера свой почерк. И здесь я хочу показать свою гордость своей коллекции. Это Арыкта хамус с серебряными подвесками,
который был воссоздан по воспоминаниям нашего первого великого хамусиста Якутии, да, действительно великого, который первым показал этот инструмент широкой аудитории в 1948 году. Он воссоздан по легендам, которые он слышал, собирал у людей о том, что раньше играли вот на таком хамусе, на котором было 2 язычка, и на одном язычков висели серебряные подвески. Звучит примерно так: мастер Прокопий Бгынанов. Ой. Считается, что сам звук хамуса очищает пространство, он сам является оберегом, а вот эти вот серебряные... Дополнительный звук еще какой-то, да, Звук, да. дополняет, оказывается. Он дополняет и отпугивает злых духов. Ух ты, интересно. А это подарок моего друга из Китая. Я работала в Китае 3,5 года, и там мой бывший коллега решил сделать мне подарок. Это коусен. Коусен — это китайский хамус одного из народов вот, из провинции Юньнань. И в прошлом году конкурс был «Хамусист виртуоз мира», и китаянка Ма Го получила высокий титул «Хамусиста виртуоза мира», она играла на таком хамусе. Так. Но я только учусь, конечно, поэтому... Да, Прям вот китайский звучит. звук. Да. Прямо, да, доносится? Да. Именно вот интересно. нужно играть вот на 3 перышках одновременно, чтобы получались переливы красивые. Красиво. Я сейчас волнуюсь, поэтому сейчас я буду уверена. Хорошо. Да, а вот это вот подарок во время моего первого гастрольного тура в Германии, который я вспоминаю с большой теплотой. Семья Елены и Петера Бернхардов, они мне в это вручили. Это мастер Андреас Шлютер, он буквально единственный в Германии мастер, который работает по старинной технологии. Ну, как мы знаем, что в Германии, в Европе очень любят этот инструмент, и в Австрии даже вот учитель Моцарта, он написал очень много произведений для хамуса. Вот как раз-таки такой инструмент у них был австрийский, Маультромель, и вот в Германии его тоже так называют. А также вот у меня, когда был первый вечер, мастер-класс и лекция, вот Петр и Елена приезжали к нам в Тикси и на круиз, и они были так впечатлены, что они пригласили меня, чтобы я воочию показала культуру народов Якутии, культуру народов СХ. И после конкурса один немец, вот один гость мастер-класса говорит: я так играю, я не могу отдать вам, вернуть свой инструмент. И мне стало так жалко его, говорю: ну ладно, оставьте себе. И он себе оставил, а потом подошел другой человек, он говорит: я пришел сюда, чтобы показать вам наш немецкий хамус, и я хочу, чтобы вы его оставили себя. Получается, мы вот как-то вот, да, и со зрителем такой, да, обмен, да. То есть, и вот как говорил Иван Иванович Алексеев, нужно уметь отпускать, да, нужно уметь дарить. Он говорит: сколько, говорит, я хамусов передарил, и иногда, говорит, я думаю, что это, конечно, к лучшему, потому что чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Да. И это вот мой первый инструмент иностранный, который мне подарили сами, скажем так, иностранцы, да, как удар. И он очень интересно звучит. Я желаю, чтобы ваша коллекция действительно пополнялась, чтобы была огромная коллекция когда-нибудь, через много лет, по которым мы будем также на нашем телевидении рассказывать и общаться. Да? Ну и, конечно, хотим попросить ваших студентов на прощание нам сыграть на этом замечательном инструменте. Да? С огромным удовольствием. Что ж, я хочу сегодня поблагодарить всех, кто был задействован в съемках. Это музыкальный колледж имени Жилкова, конечно же, в котором мы сейчас находимся, а также музей хамуса города Якутска за возможность узнать много нового интересного о нашем вроде бы таком старинном, но якутском инструменте хамусе, но таком инструменте, о котором каждый раз можно узнавать что-то новое и удивляться его чарующим звуком. Пусть как много больше людей в мире узнает про этот инструмент и никогда не перестает верить, что можно на нем научиться. Увидимся на телеканале Якутия 24. До встречи!
Thank you.